Татарстан – земля с тысячелетней историей, богатая природными ресурсами и обладающая уникальным культурным наследием. Это один из самых экономически развитых и привлекательных для туристов субъектов страны. Здесь можно окунуться в особый образ жизни со своей кухней, музыкой, модой, искусством, архитектурой, умением отдыхать и веселиться, открыть для себя особенную, ни на что не похожую землю, которую еще называют край тысячи и одного удовольствия. Столица республики Казань по праву носит титул третьей столицы России. Еще Екатерина II говорила, что Казань – первый город после Москвы в России. И вот спустя 257 лет Казань доказывает, что она первая во многих направлениях, в том числе и в туризме. Чем сегодня привлекает столица Татарстана своих гостей, мы решили узнать лично. История и современность тесно переплелись не только в соседстве технологических городов-спутников и музеев древности. Сама столица Татарстана, Казань, образец того, как современные технологии и грамотная урбанистика соседствуют с памятниками древности. Наглядно это можно отследить в пешей прогулке по городу, и начнем мы ее со смотровой площадки, откуда столица открывается буквально как на ладони. Здесь виднеются и современные жилые кварталы, и аквапарк со стадионом, ну и, конечно же, главный дворец бракосочетаний, который в народе называют просто «Чаша». Общая высота постройки составляет 32 метра, что делает ее одним из самых высоких зданий в округе. Чаша украшена традиционным орнаментом, которым оформлялось платье невесты в древние времена. Рядом расположился еще один интересный памятник, но уже советского модернизма – филиал музея Ленина, ныне Национальный культурный центр. Казалось бы, довольно странное место для филиала музея Ленину, однако нет. Казань – это вполне себе ленинское место, да еще какое. Именно в Казанский университет Ленин поступил в качестве студента, и именно здесь зарождалась его революционная деятельность. Однако главному филиалу музея Ленина не суждено было прожить долгую жизнь. Спустя 5 лет после его основания Советский Союз распался, и актуальность музея Ленина в Казани стала спорной. Тогда-то этот прекрасный памятник архитектуры и приспособили под Национальный культурный центр, роль которого здание играет и в наши дни. Изменений в облик здания внесли не так много, так что его архитектура сохранила свою изначальную оригинальность. Самое интересное, что в народе это здание стали называть крематорием. Скорее всего, такое прозвище оно приобрело за счет своей массивности и брутальности, которую при дальнейших реконструкциях постарались минимизировать, пристроив к основному объему здания стеклянный корпус библиотеки. К слову, одной из самых красивых библиотек, что я видел в России. Далее отправляемся в самую настоящую татарскую Атлантиду на пешую прогулку по Старо-Татарской Слободе. Это душа исторической части Казани. Прогулка здесь раскроет историю татарской культуры. Здесь сосредоточены около 70 памятников. Если вы хотите узнать больше о культуре татарского народа и укладе жизни, отправляйтесь на прогулку именно в эту часть города. Когда-то давно здесь стояла Посадская стена, за которой жила совершенно особенная Казань, с яркими домами и пронзающими небо минаретами мечетей. История Слободы началась в 1552 году, когда Иван Грозный завоевал Казань и выселил нелояльных ему татар из верхней части города на левый берег озера Кабан. Этот район постепенно застроили купеческими домами, мечетями и медресе. Татары основали майданы и наладили производство ювелирных украшений, головных уборов и бытовых принадлежностей. Жизнь на новом месте мало-помалу стала налаживаться, и со временем эта часть города стала одной из самых богатых и привлекательных. Слобода уцелела при восстании Емельяна Пугачева в Казани, а затем тихо жила своей жизнью, сохраняя многовековой уклад жизни. Династия купцов Апанаевых владела большей частью домов Слободы. На улице Фатиха Карима до сих пор стоит их усадьба – красивейшее здание розового цвета. Это одно из первых в Слободе зданий в форме буквы «Г». Купцы Слободы помогали тем, кто слабее и беднее. В доме Апанаева, например, жили инвалиды, беспризорники и другие люди, которых некому защитить и приютить. В советское время там была больница. Сейчас же в здании располагается городская поликлиника и один из крупнейших травмпунктов. Дом Апанаева смотрится
смотрит прямо на Юнусовскую площадь, главную площадь города до советских времен. Она утопала в зелени. В начале 20 века там проходили митинги и массовые собрания. Здесь провожали в последний путь великого татарского поэта Габдуллу Тукая. Именно она в течение 10 лет, с 87 по 97 год прошлого столетия, называлась площадью Тукая. Там же располагается и музей Тукая, разместившийся в здании, известном как Дом Шамиля. Он больше похож на Девснейский замок и стоит особняком среди остальных зданий Слободы. Безусловно, знакомство с культурой Казани и Татарстана невозможно без знакомства с этими великолепными нарядами 15-16 веков. Кто занимается их восстановлением, реконструкцией, самое главное, где это можно все найти, поносить и посмотреть, узнаем вот в этой великолепной мастерской. Разобраться в этом во всем многообразии тканей, фасонов, камней нам поможет специалист в этом деле Фарида. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень рады, что вы пришли к нам в гости. Во-первых, что вы в Казани, и я надеюсь, вам нравится у нас. И, конечно, очень приятно, что вы в Туганово-Лом. Слушайте, вот что хочу спросить в первую очередь. Смотрите, я здесь вижу и женские наряды, и мужские. Как различаются мужские наряды? Я понимаю, были и зимние варианты, и летние варианты. Ну, конечно, если мы вообще в принципе говорим о средневековых костюмах, потому что здесь стилизация 15-16 веков казанских татар. И в действительности средневековые костюмы, они в принципе были достаточно схожи. Потому что первое самое, это должно было быть удобно. Это должно было быть так, чтобы человек мог передвигаться, что-то делать, ну и при этом, конечно, быть в форме красивым. Если мы говорим о простом силуэте, то это широкие штаны, это длинные рубахи, широкие. Конечно, они подпоясывались. В зависимости от статуса и богатства это мог быть красивый пояс, украшенный. Ну, а если это, например, был более, скажем так, не такой богатый человек, то это мог быть кушак, так это назывался наш пояс. Да, поясочком можно было подвязываться. Конечно, это были накидки. Если мы говорим об вот этой вот этом стилизации, которую вы видите, то нужно важно сказать, что на костюм любого народа, конечно, влияла еще и та религия, которая была выбрана. Это тоже имеет значение. 1100 лет назад в Волжской Булгарии был принят ислам. Ислам пришел со Средней Азии. И, конечно, среднеазиатская, восточная культура тоже несколько повлияла и на формирование силуэта костюма. То есть есть накидки, есть они формой такие тоже удлиненные, могли быть с длинным рукавом, с коротким рукавом. То есть это могло быть что-то теплое, если все-таки у нас зимнее время. Это могли быть легкие халаты, даже шелка. Но все это зависело опять-таки от богатства человека. Потому что если человек бедный, то это простые холщовые халаты. Но они должны были быть удобными. Ну, собственно, давайте мерить. Я уверен, что он будет не только удобный, но и красивый. На самом деле здесь более 75 костюмов. Я занимаюсь этим проектом с 2012 года. Конечно, пойдемте туда, для того, чтобы вам было удобно. И сейчас вы легким движением руки. Вот рассказывайте, что это за костюм, чей он был? Это стилизация костюма хана. Прям сразу хана мне дают. Конечно, вы сейчас станете ханом Казани. Вот, и в принципе, когда посмотрите на себя в наше зеркало, сразу поймете, что да, костюм действительно ханский. Богатый, яркий и удобный. Зеленые камни. Да. Я так понимаю, что это украшали изумрудами, да? Ну, на самом деле, конечно, если мы говорим об оформлении того периода, то это была бирюза, это мог быть жемчуг. Пожалуйста, присаживайтесь. Это было серебро. Вот. Вы знаете, конечно, я бы и обувочку бы, конечно, надела. Думаете? Думаю. А давайте. А я думаю, раз у нас что есть да. традиционная обувка, давайте померим и обувку. Вот это у нас получается какого сезона костюм? Ну, это, конечно, будем говорить, все-таки не лето. Не лето. Да, ну, да. Мы сделали усредненное, но если вы видите меха, то летом меха не носили, они были без мехов. В нашей костюмерной все создано для того, чтобы гость, приехавший из любого региона России, либо из-за рубежа, чувствовал себя настоящим ханом. Слушайте, я уже чувствую себя, если честно, настоящим ханом. Да. Кстати, то, что касается вашей обуви, это кожаная мозаика. И это очень важная деталь. Можете на мои сапожки посмотреть, на сумочку мою. Дело все в том, что только казанские татары изготавливали в такой технике обувь. Это называется знаменитый ичижный шов. Нам рассказывали, что этот шов лег в основу современной обуви, когда правая и левая нога стали обозначаться. Да, вот он этот станок, на котором это делали. Слушайте. Вот он этот станок, да, действительно, вот он сшивается при помощи шила и иглы. Но самое главное,
что сейчас, в современном 21 веке, технология не изменилась. Все то же самое остается. Да, но я хочу вам сказать, что в Якутии есть сходство. В Якутии делают из войлока стык в стык. Да. И это тоже мозаика. А у нас это делается из кожи. И вообще мы, конечно, очень близки друг к другу. Во-первых, мы тюрки, у нас общая культура. Просто мы немножечко далеко друг от друга сейчас находимся. Но когда мы возвращаемся к костюму, к истории, то мы находим очень много общего. И хорошо, что немножко отличаемся друг от друга. Приезжая друг к другу в гости, мы можем чему-то порадоваться, удивиться и немножечко, может быть, поучиться друг у друга. И Да, вспомнить, что мы да, всё-таки и все вспомнить, что одна мы, кровь. конечно, мы сестры и братья все. Сейчас мы с вами оденем Мы уже головной убор. почти на Да. 80% Но превратились на в самом хана. деле, все-таки самое главное, это, конечно, головной убор. А в Москве сейчас в оружейной палате сохранилась реликвия, это шапка Мономаха. Это же вот буквально прообраз, да? Да, но это вот мы еще добавили сюда мех, а в принципе это да. И вот завершение костюма, показатель статуса, это головной убор. Слушайте. Потому что и вот именно этот головной убор превратит вас сейчас в казанского хана. А, кстати, хотела узнать, у вас есть друзья татары? Есть, конечно. А вы знаете, что семья татар очень большая? То есть этнических групп очень много. Разные татары есть. Конечно. Крымские и сибирские. Она тяжелая, есть. слушайте. Ну, а вы-то думали. Это ведь еще бутафория. Представьте Это себе. еще она Вы тяжелее можете была. все-таки Да. посмотреть на себя в зеркало. Мне интересен результат. Так, слушайте, это достаточно увесистый костюм. Да, да, не так просто это все. Ух ты! Вам нравится? Мне нравится. Это действительно так, как это должно быть. Это очень красиво. И дорого. Это действительно достойно. И обувь, и все. Вам очень идет. Очень. Может, у меня может что-то татарское тоже есть? Возможно, возможно. Но хочу вам сказать, что мы все очень близки друг к дружке, похожи. И поэтому, кстати, у многих народов сходство разных костюмов есть. И самое главное, что я хочу вам сказать про Казань, вы будете в разных уголков нашей великой столицы Республики Татарстан. У нас гостеприимство, любовь к гостям в первую очередь. Потому что наша цель, чтобы каждый из наших гостей, вы каждый становились счастливее. Потому что тогда действительно вы приедете к нам еще много раз и будете скучать по нашему городу, по нашей замечательной Казани. Мы еще не уехали, но я уже скучаю. Да, выходи, больше скажу, я вообще как только сажусь в поезд, только куда-то начинаю отъезжать, 3-4 часа я уже скучаю по Казани. Слушай, ну это прям Конечно, великолепие. вы можете прогуляться по Туганово. Да. Сегодня у нас большой праздник, сегодня 1 июня. Сегодня собрались многодетные семьи у нас здесь. Поэтому вы сейчас прогуляетесь, вы увидите, как много здесь людей, которые радуются Казани. И казанцев, и гостей нашей В столицы. заключение спрошу интересное. Я думаю, самое дорогое здесь был мех всегда. Но одно из самых дорогих элементов. Вообще в костюме? Да. Конечно, я хочу сказать, что не каждый житель Средневековья мог себе позволить мех. А кем украшены? В основном, если мы говорим про Средневековье, это не только тюрки, но на самом деле вообще жители. Это бобер, это соболь и это чернобурка позже была, это куница. Вот, это основные. Это все равно мы будем говорить о том, что это тюрки, кочевники. И действительно, кстати, то, что касается даже в некоторых племенах тюркских, вот количество хвостиков, оно тоже давало о том и показывало статус. Да, какой статус. Но самое интересное то, что татары, казанские татары, опять-таки хочу сделать акцент, стали гораздо раньше оседлыми из тюрков, чем остальные наши братья и сестры. Поэтому наша культура здесь, вы здесь находитесь в Казани, вы не совсем на Западе, но вы совсем не на Востоке. То есть Казань это и не Запад, и не Восток. Это удивительная серединка, где сочетается все. И в национальной кухне, и в нашей музыке, и в нашей одежде, и в нашем укладе жизни. В 2021 году Казань объявила себя гастрономической столицей России. Не все, конечно, с этим согласились, но татары на это не обиделись. Они-то знают, что их кухня прекрасна, и мне удалось лично в этом убедиться. Вариантов национальных блюд великое множество, но мы сегодня попробуем приготовить самое главное, самое известное, наверное, это эчпачма. Все, что нам для него нужно, это, во-первых, скалка, во-вторых, бездрожжевое тесто, это самое важное. Ну и, конечно же, начинка. Давайте посмотрим, что в рамках начинки у нас сегодня представлено. Здесь, насколько я понимаю, картофель, несколько видов мяса и лук. Ну что ж, говорить можно много, но давайте попробуем приготовить. А почему у вас так ровно получается у меня? Можете
Не только в одну сторону, также переворачивать в другую и катать В так. общем, тесто это уже на этапе. Да. С разных сторон. Слушайте, насколько я понимаю, традиционный эчпочмак с мясом. А есть ли сладкие варианты эчпочмака? Ну, допустим, там с курагой, с изюмом. Да, у нас есть губадия. Это тоже традиционный десерт. Там у нас начинка это рис с изюмом, запеченным творогом. И в прослойке там идет яйца. Ну, вот кубадью мы пробовали в первый день. А именно вариации эчпочмака сладкого, нет? Нет, не слышала. Раньше была конина, сейчас стала говядина-курица, да, насколько я понимаю? Да, сейчас татары более... Или по-разному? Нет, Баранина. часто используют это говядина. Все-таки. По большей части говядина. Да. Все, мне кажется, у вас хватит. Ну да, все равно он у меня, конечно, получился. Идеально. Сейчас мы немножко жульничаем. Так, смотрите. Первый этап у нас готов. Наш кривой косой эчпочмак. Что мы делаем дальше? Дальше берем начинку. Смотрите, вам надо представить, что ваша ребеночка – это часы. И куда мы кладем? 4 и 8 точно. Во, я слышу, нам тут подсказывают, что лепешечка это часы, нам надо часы. 12. Сначала начинку кладите. Ага. А, я понял зачем. Чтобы сформировать. Треугольник. Да, точно, хитро. Значит, начинки можно сколько... А, вы всю выложили? Да. Уже один большой делаете. А я делиться не буду. Это я все один съем. Так, собственно, мы выложили. А вот это... Ага, это лишнее будет, да? Да, Ничего страшного. Так, это может потечь. это мы сейчас давайте сюда подставим. Могу туда убрать, да? Чтобы нам открыть. Сейчас 12, 4 и 8. Сейчас 12, 4 где-то здесь и 8 8. вечера, да? Да. Здесь. Теперь эти часы вместе мы собираем. Вот так, да? Да. И защипываем. И вот здесь. Да, да. Вот. Так. Да? Ничего страшного. Оп. Оп, И оп. теперь со всех сторон защипываем. Со всех сторон. Да, со всех. А не надо оставлять дырочку? Ну, дырочку, если вы захотите залить бульон, то можете оставить. А, то есть так, пока- отверстие в эчпочмаке для того, чтобы туда наливать бульон. Да, туда, чтобы наливать бульон. Тогда это же получается полноценное Блюдо. блюдо. Да. Это, конечно, у меня немножко рвется, но я надеюсь, что ничего страшного в этом не будет. Да? А, вообще его закрыли, да? Да, и вообще такое. При выпекании он может открыться, потому что утечь. Вот сейчас мы его вот так попробуем собрать. Ну, что ж, первый эчпочмак полон. Его можно спокойно поднять, да? Да? Ну и вот такие, получается, у нас произведения искусства. Ну что, теперь в печь? Да. Сколько выпекается обычный эчпочмак? Минут 30. Минут 30. Ему нужно, и там я еще подглядывал рецепт, можно же чем-то смазать его, да? Масса. Ну, Маслом, с яйца, яйцем, да, яйцами так. Яйца, чтобы они блестели там чуть-чуть. У меня тоже чуть-чуть открывается. Так, ну все. Потом мы сейчас его дружно зажарим и съедим, и самый некрасивый будет мой. Зато его будет легко опознать. Казань сегодня прогрессивный, современный и вместе с тем древний город, наполненный яркими историческими событиями, уникальной архитектурой, великой культурой. Город с тысячелетней историей, богатейшими национальными традициями, где сливаются воедино Запад и Восток. Все это вызывает закономерный интерес у гостей столицы. Самое неочевидное, про то, что я вам говорила чуть до, сходите на блошиный рынок.
Это музей под открытым небом, раз, то есть вы увидите предметы быта разных эпох. Второе, это такой этнографический музей, вы пообщаетесь с представителями разных и слоев населения, разных возрастов, то есть вы сможете поговорить. Люди очень общительные, то есть такой комьюнити собирается. Там есть маленький уголок геологов, есть маленький уголок там филателистов, есть маленький уголок библиотекарский какой-то, то есть можно найти книги, даже подарки себе. Поэтому вот я всем говорю, ходите на блошиный рынок, и вы прям увидите, какая Казань разнообразная, просто потому, что там продает и кто там продает. Всем привет, Якутия, ассаламу алейкум, ататар. Приезжайте к нам в гости всегда, мы рады вас всегда видеть.